Главные события уходящего четверга, 11 июня, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Айсан Николаев провел прием граждан. Глава региона рассмотрел сразу 3 обращения. Один из заявителей – Герой России Радимир Максимов. Уже в этом году на 26-м километре Вилюйского тракта заработает временная схема обращения с отходами. Правительство региона инициировало создание сортировочного комплекса. В столице открылась выставка «Чурон. Символ благополучия и единства». Она знакомит посетителей с историей и развитием традиционного ритуального сосуда народа Саха. Дипломы о профессиональной переподготовке получили более 50 управленцев нового типа. Речь идет о выпускниках второго потока программы «Мастер управления в креативных индустриях». История, которой никогда не было. Так называется спектакль, с которым якутские студенты готовятся покорять всероссийский фестиваль «Студ весны» в Красноярске. Айсан Николаев провел прием граждан. Глава региона рассмотрел 3 обращения. Один из заявителей – Герой России Радимир Максимов. Ветеран специальной военной операции не только способен на подвиги на передовой, но еще и обладает музыкальным талантом. Хорошо поет. В ходе приема он заявил о желании исполнить авторскую патриотическую песню. Глава Якутии поручил провести конкурс на лучшую композицию с призовым фондом в 100 000 рублей. Многодетная мама из Горного района обратилась с просьбой отремонтировать детский сад в Бердигестяхе. Айсан Николаев заверил, обновленный объект откроется уже в этом году. Жительница поселка Тикси рассказала главе о детской поликлинике, здание которой тоже нуждается в ремонте. У нас был вопрос остротрепещущий по поводу капитального ремонта детской поликлиники. Вопрос решен в нашу пользу. Грузим теплоход стройматериалами, и в этом году уже, наверное, наши дети пойдут в обновленную поликлинику. Мы с севера, нам отрадно, что о нас помнят. Отличный все-таки у нас коллектив медицинский, все на них держится. Глава Якутии также провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым. Стороны обсудили развитие казачества в республике, деятельность Якутского казачьего округа, патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторических традиций и участие якутских казаков в специальной военной операции. Николаев отметил, что казачество занимает особое место в истории Якутии и сегодня продолжает важную работу в общественной жизни региона. В этом году отмечается 325-летие со дня основания Якутского казачьего полка и 35-летие возрождения якутского казачества. По словам главы, за этими датами стоят служение Отечеству, преемственность поколений, верность долгу и уважение к исторической памяти. В Якутском музее имени Ярославского открылась выставка из истории якутского казачества. Экспозиция приурочена сразу к нескольким памятным датам: 325-летию образования казачьего полка, 35-летию возрождения якутского казачества в республике и году единства народов России. О том, какие уникальные артефакты представлены посетителям и какую роль казаки сыграли в освоении региона, в сюжете далее. От первых землепроходцев до становления городской жизни Якутска. Экспозиция охватывает несколько столетий истории и рассказывает о людях, которые стояли у истоков освоения северо-востока России. Среди экспонатов планы Якутской крепости 17 века и Якутского 17 столетия, фотографии якутских, вилюйских и алёкминских казаков конца 19-го, начала 20 веков, картины и рисунки, а также уникальная церковная утварь – хоругвь из Зашиферской церкви. Город был заброшен, превратился в такой город-призрак Якутии, но там сохранилась уникальная деревянная шатровая церковь, Спасо-Зашиверская как раз, одной из главных святынь которой была вот эта вот хоругвь, которую еще иногда называют казачьей святыней. После закрытия города Зашиверск ее передали сначала в Крест-Майорскую церковь, потом в Обыйскую церковь, а потом в 30-е уже годы 20 века ее вот как раз для того, чтобы сохранить, привезли и передали в Якутский областной музей. Большинство представленных предметов являются редкими музейными ценностями. Несмотря на сравнительно небольшое количество сохранившихся артефактов, они позволяют воссоздать картину жизни казачества на протяжении нескольких веков. Якутское казачество, оно в 2032 году будет отмечать 400-летие. Мы хотим, чтобы в России отметили государственный праздник «Россия, Дальний Восток, 400 лет вместе». И начали бы его с отправной точки праздновать здесь, в Якутске. И он бы пошел дальше, туда вот до Камчатки и до Америки, до Русской Америки. Потому что казаки пришли на Аляску, в Америку, на Гавайские острова. И это все
отправная точка. Все морские экспедиции, то есть они начинались здесь. Через документы, карты и фотографии посетители могут проследить путь от строительства первых острогов до формирования казачьего полка и развития городов. Выставка из истории якутского казачества будет работать в Якутском музее до августа и открыта для всех желающих. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Уже в этом году на 26-м километре Вилюйского тракта заработает временная схема обращения с отходами. Правительство региона инициировало создание сортировочного комплекса. Ход строительства лично проверил первый зампред Дмитрий Садовников. Подробности далее. Именно здесь, на 26-м километре Вилюйского тракта, уже в этом году начнет работать современный мусоросортировочный комплекс. Отходы будут попадать на автоматическую линию, где их разделят на полезные фракции для переработки и остатки, так называемые хвосты. С вводом данной станции и в целом работы всей схемы, в том числе работы мусора, такой, скажем, пресса, который будет работать на 9-м километре, здесь ситуация с обращением твердым коммунальными отходами перейдет на более качественный уровень. И мы очень надеемся, сегодня мы видим, что, повторюсь, работа начата, согласно отчета и надзорных, и исполнительных органов государственной власти, самого рекоператора, работы ведутся пока в графике. На данный момент строители уже завершили заливку основания ангара. Мощность нового комплекса составит 149 тысяч тонн в год. В перерасчете на кубические метры – это почти 1 миллион кубов. Такой объем с лихвой покроет потребности Якутска и Жатая. После сортировки полезные фракции, которые составляют 36% от всех отходов, будут направляться на продажу, на переработку. Остальные фракции будут захораниваться на полигоне. Вывозом и обработкой отходов займется региональный оператор Якутска Кассетия. Внедрение новой трехэтапной схемы и запуск современных мощностей позволят перерабатывать почти 150 тысяч тонн отходов ежегодно и в будущем обеспечит стабильную работу всей системы обращения с отходами в Якутске. Дарья Короленко, Владимир Павлов, Якутск. В столице дипломы о профессиональной переподготовке получили более 50 управленцев нового типа. Речь идет о выпускниках второго потока программы «Мастер управления в креативных индустриях». Программа обучения включала 6 модулей, среди которых слушатели изучили основы регионального и муниципального управления, а также развитие территорий через культуру. При этом каждый из учеников до поступления на курсы уже имел готовый проект. Поэтому главной задачей управленцев было развить его и масштабировать, привлекая инструменты креативной экономики. Очень плотное вообще идет расписание занятий, все друг за дружкой, поэтому нельзя сказать, типа, вот это мне точно запомнилось, оно все превратилось в один спрессованный клубок знаний, откуда мы берем, все самое нужное для того, чтобы свой проект продвигать, его развивать. Наша дипломная работа – это наш проект, который будет реализован уже по-настоящему. В Якутске открылась выставка «Чорон. Символ благополучия и единства». Экспозиция начала работу в Якутском музее имени Ярославского. Сама выставка знакомит посетителей с историей и развитием чорона, традиционного ритуального сосуда народа Саха, который считается символом благополучия, гостеприимства и единства. В экспозиции представлены традиционные чороны и кумысная утварь из фондов музея, а также работы современных мастеров. Всего коллекция насчитывает около 200 чоронов 19 и начала 20 веков. В рамках проекта до сентября пройдут мастер-классы, лекции, авторские экскурсии и другие просветительские мероприятия. Более такого раннего периода чоран, он хранится в нашем собрании Якутского музея. Это чоран по результатам анализа радионуклеида 15 века, но наши специалисты его датируют 16 веком. Как должно дальше быть? Можем ли мы делать чоран из фарфора? Какой будет символика при этом? Утрачивается, не утрачивается? В скором времени мы будем проводить круглые столы и со специалистами обсуждать. Возможно, придем к золотому стандарту чорана. Также в музее имени Ярославского открылась выставка «Россия – великая держава», приуроченная ко Дню России. Экспозиция знакомит посетителей с уникальными архивными фотографиями и памятными подарками, которые
Якутия получала от других регионов страны в разные годы. Среди экспонатов, например, фотокамера с дарственной надписью от Марийской АССР, преподнесенной к 25-летию Якутской СССР в 1947-м. Нотированные тувинские хамусы – подарок от трудящихся Тувинской СССР, а также цветная гравюра на моржовом клыке, переданная трудящимися Магадана к 50-летию образования республики. Выставка будет работать также до конца июня. В экспозиции у нас представлена коллекция сувениров, памятных подарков, которые были в разные годы подарены нашей республике в честь каких-либо знаменательных дат. Это наши братские республики. Сейчас они также вместе с нами в составе Российской Федерации. Это Марийская республика, да? Сейчас Мариэл называется, Башкирская, Тувинская. История, которой никогда не было, именно так называется спектакль, с которым якутские студенты готовятся покорять Всероссийский фестиваль российской студ-весны в Красноярске. Делегация республики, вошедшая в тройку лидеров прошлого года, представит в этом сезоне масштабную региональную программу. Подробнее о постановке и подготовке к важному выступлению Анастасия Пуляева. Современная хореография, пластические сцены и традиционный якутский таюк. Эти и другие составляющие, объединив в себе спектакль «История, которой никогда не было». Подготовка у студентов-актеров масштабная, позади месяца репетиций. Всего прошло, наверное, 2 недели, как мы постановку делали, и потом уже начали только репетировать. То есть репетиции проходили в неделю каждый день, но последующие дни перед показами у нас были генеральные прогоны. В центре этой фантастической постановки юноша, чей голос обладает невиданной силой, способной пробуждать природу. Духи гор, внимая его песням, создают чистый снег, укрывающий землю. Но вечную гармонию нарушает главное испытание – любовь. В постановке задействованы 42 студента из СВУФУ, Агуйки и Агату. А связующей нитью между сценами стал в том числе живой звук аккордеона. Мухаммед Артыкбаев будет музицировать не только в спектакле, но и бороться за победу в своей номинации. Программа серьезная. Я не один играю, тем более. Я буду играть в дуэте пьесу в стиле фламенко Виктора Козлова. Оно такое яркое произведение, виртуозное. Над спектаклем работала сильная творческая команда. Московский режиссер Евгения Тикиджи-Хамбурьян, художник Василиса Кутузова и якутские хореографы. Постановка станет визитной карточкой Якутии на студенческой весне в Красноярске, которая пройдет с 24 по 29 июня. Координатором и базой для подготовки всей делегации традиционно выступил культурный центр СВУФУ. Организация регионального этапа, курирование конкурсных номеров. Также мы готовим региональную программу. Это визитная карточка Республики Саха-Якутия, которая может быть в форме театра, театрального спектакля или концерта. И вот как раз сейчас идет подготовка ребят. Всего в делегацию Якутии вошли 67 студентов, которые представят 16 номеров в 7 направлениях. Единственный показ спектакля для якутского зрителя состоится 12 июня в 18:30 в культурном центре «Сергеляхские огни» и будет приурочен ко Дню России. Анастасия Пуляева, Иван Саракомов, Якутск. Русский драмтеатр готовится к премьере легендарной постановки «Дядя Ваня», которая пройдет 20 и 21 июня в Якутске. Здесь он ставился лишь дважды. Последний раз нашему зрителю спектакль представляли в 1995-м. Тогда центральные роли постановки были исполнены народными артистами Валентином Антоновым и Александром Кузнецовым. В этом году они отмечают 100-летний и 85-летний юбилеи, что еще раз подчеркивает значимость грядущей премьеры. Зрители ожидают абсолютно новое прочтение, потому что это именно мое прочтение и прочтение артистов Якутского драматического театра. Готовится к тому, чтобы вам сесть и начинать воспринимать с огромным интересом, в конечном итоге вынести из этого спектакля просто потрясение и уйти очень взволнованным и сказать, что это лучший спектакль, который я видел в Якутске.
Первый глянцевый журнал Республики о строительстве, дизайне и архитектуре «Да, Якутия» победил в номинации «Лучший журнал по дизайну» престижной книжной премии «Арх Москва». Журнал родился вместе с переменами в республике: мастер-планы городов, стильные ЖК, современные соцобъекты, а также промышленные и транспортные сооружения нового уровня. «Да, Якутия» фиксирует, как наша среда становится уютнее, красивее и практичнее. Для якутского журнала это знаковая профессиональная премия. В этом году редакция готовит юбилейный выпуск, посвященный 90-летию строительного комплекса республики. Победителей премии чествовали в Москве в рамках одноименной международной выставки «Арх Москва». Журнал «Да, Якутия» 3 года, и для нас большая честь получить книжную премию «Арх Москва» и такую оценку от наших коллег-издателей. Для нас это не просто награда, это знак того, что якутская архитектура, культура и дизайн сегодня звучит на уровне всей страны. В столице республики прошли пожарно-спасательные соревнования среди детей и студентов профильных учреждений. В этом году они прошли в 12-й раз. Состязания посвящены памяти подполковника внутренней службы Егора Заровняева. Вероника Таюрская побывала на соревнованиях. Правильно надеть экипировку, подключить пожарный рукав и подняться вверх по штурмовой лестнице. Это базовые дисциплины для пожарно-спасательного спорта. В этот раз в них состязались юноши и девушки от 12 лет. Штурмовую башню вчера проходил. Ну, вроде все хорошо, прошел. Сегодня 100-метровая полоса. Каждый день занимались, сборы были у нас. Ежедневно занимались, готовились к соревнованиям. Так и подошли к ним. В этом году участниками стали 11 команд. 7 из них – подразделения Государственной противопожарной службы Якутии. В программе соревнований 5 дисциплин. Бег на 100 метров с аварийно-спасательным оборудованием, надевание экипировки, подъем по штурмовой лестнице, пожарная эстафета 4 по 100 метров, боевое развертывание и двоеборье. У нас это традиционный турнир в памяти нашего коллеги, друга, подполковника внутренней службы Заровняева Егора Никитича, который скоропостижно покинул нас 12 лет назад. Трагедия такая была, человек погиб. Ну и в память о нем мы проводим эти соревнования. Он, когда работал, был начальником учебно-тренировочного полигона и как раз развивал пожарно-прикладной спорт в то время у нас в Республике Саха-Якутия. Пожарно-спасательный спорт в Якутии набирает обороты. Круглогодично проводятся соревнования среди школьников, одержав победу в которых им предоставляется возможность представить республику на дальневосточных и всероссийских состязаниях. Сборная республики уже сформирована по итогам республиканских соревнований, которые прошли в апреле месяце у нас. И получается, там возраст у нас идет 15, 16, 17, 18 лет. 3 человека старшая возрастная группа и 4 человека средняя возрастная группа. Среди юношей и среди девушек, соответственно. В общем, 14 человек. Тренировки к дальневосточным соревнованиям проходят ежедневно. Каждый день у нас проходят сборы здесь на части СПСЧ. В день у нас 2 тренировки. 2 тренировки с 10 до часу, потом обед до 3 и с 3 до 5. И все, едем обратно домой. Так ежедневно. Готовимся к выезду на Дальний Восток. В этом году дальневосточные соревнования пройдут в столице Еврейской автономной области. Уже через 2 недели юные пожарные отправятся в Биробиджан, где будут отстаивать честь Якутии. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. После 7-летнего перерыва в республике состоялась 5-я спартакиада трудовых коллективов, которая была приурочена Году единства народов страны и знаковым датам республики. Масштабное спортивное мероприятие прошло при поддержке дочерней компании Роснефти «Тасюрях нефтегазодобычи». Спартакиада собрала более 1200 сотрудников 18 ведущих профсоюзных организаций со всей Якутии. Целью спортивного праздника стало укрепление командного духа участников и популяризация активного и здорового образа жизни. Конечно, мы настроены на победу, конечно, целеустремленно, скажем, с командой общались, вот руководители наши тоже хорошо настроили на победу. Ну, будем стараться завоевывать хорошие места. Настрой на победу правком народного образования и науки не подвел. По итогам состязаний они заняли 1-е место в своей группе по всем представленным 11 видам спорта. Конечно же, поддержка исходила не только от коллег, но и зрителей, которые наблюдали за каждым моментом спартакиады.
Вот первая спартакиада, что я являюсь зрителем. Она проходит всегда очень организованно, хорошо. Это, по-моему, единственная спартакиада, которая собирает такое количество людей, спортсменов. Это, наверное, самая массовая такая спартакиада, которая проходит у нас в республике. Одним из партнеров мероприятия стала дочерняя компания Роснефти ТАСС Юряхнефтегазодобыча. Предприятие реализует социальные и благотворительные проекты на территории присутствия. Так нефтяники оказали поддержку в проведении чемпионата России по масс-рестлингу в марте этого года и 4-й съезд оленеводов республики в Якутске в 2025 году. В селе Этекёль Татинского района при участии компании состоялась 22-я спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчары», в которой приняли участие более 7 тысяч спортсменов, волонтеров и зрителей. Конечно же, проведение такого крупного масштабного спортивного события невозможно без поддержки. Без поддержки предприятий и компаний, которые несут социальную ответственность. И одной из таких компаний является компания «Роснефть», компания ТАСС Юряхнефтегазодобыча, которая всегда помогает и поддерживает социальные проекты в нашей республике. 5-я спартакиада трудовых коллективов стала одним из самых зрелищных и атмосферных событий этого года. Она показала, что спорт объединяет, помогает достичь поставленных целей и вдохновляет. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Николай Коровин, Якутск. Далее сюжет о крупной китайской компании, которая с 2020 года развивает полный цикл разработки и производства горнолыжного снаряжения. От ботинок до креплений и сноубордов с акцентом на инновации и экологичные материалы. У компании уже 17 патентов на конструкции ботинок и носимые умные решения для снега. Шить, прошивать, набивать и многое другое довелось испытать лично и нашему корреспонденту. Здесь на обувной фабрике продумано все до мелочей, от создания дизайна моделей до изготовления. Построить такую систему помогает серьезный производственный опыт. На фабрике делают обувь от и до, контролируя каждый этап производственного процесса. Мы многократно тестируем продукцию, совершенствуем ее и постоянно повышаем качество. И уже наладили сотрудничество с Канадой, Италией и рядом других европейских и североамериканских стран, получая большое количество экспортных заказов. В этом цеху начинается путь каждой пары. После моделирования для будущих обувных пар выкраивают детали. Далее по цепочке будущая обувь проходит разные стадии сборки. Некоторые процессы не обходятся без человеческого ручного труда, а некоторые без специальной автоматизированной машины. Наш раскроенный цех способен производить обувь самых разных моделей в зависимости от типа обуви и особенностей конкретной продукции. Достаточно лишь незначительно перенастроить оборудование, чтобы запустить производство. Каждую обувь подгоняют под эти железные колодки. Таких колодок в этом цеху очень много, наверное, штук 200. И они отличаются по длине и по ширине. Механические приспособления, такие как нитки, гвозди, не применяются. При таком методе риск проникновения влаги в обувь практически сводится к нулю, так же, как и риск отклейки подошвы. При разработке мы уделяем одинаковое понимание как внешнему виду, так и комфорту обуви, опираясь на профессиональные данные. В процессе проектирования используются данные исследований анатомии стопы человека. Конструкция разрабатывается с учетом физиологического строения ноги. Одна пара обуви проходит через линии за 45 секунд. В час выпускается до 80 пар, а в сутки выпускают целых 800 пар. С прошлого года в нашем цехе официально внедрена цифровая система управления. На больших экранах в реальном времени отображаются все производственные данные. На экране можно четко увидеть общее количество заказов за день, номера заказов, а также данные о производительности сотрудников, объеме выпуска, стоимости произведенной продукции и количестве бракованных изделий. Контроль качества – это не просто этап, а культура. В цехах применяются целый набор испытаний от прочности и износостойкости до тестирования при низких температурах. Мы находимся в лаборатории, давайте посмотрим, какие у них здесь оборудования. Например, здесь проверяется каждая обувь, каждая деталь, можно сказать, гидролизом. То есть проходит испытание влажности. Здесь находится тоже большой такой агрегат, где испытывается качество на яркость, на красочность материала. А здесь вот самый главный агрегат, можно так сказать, который нас заинтересовал, это оборудование, которое испытывает обувь при разных температурах. В данном случае здесь задана температура минус 10 градусов. Имитирует активную ходьбу человека, можно так сказать, и испытывает, конечно, качество резины.
Компания имеет 17 собственных патентов в области конструкции лыжных ботинок. Всего 4 филиала в Китае, где занято около 500 сотрудников, а 1 филиал находится во Вьетнаме. Компания открыта к сотрудничеству с российскими партнерами и видит перспективы в развитии зимних видов спорта. Возможны совместные проекты по технологиям, экологичным материалам и совместной разработке спортивной экипировки. Александра Хлопкова, Олег Колесов, Хейчжоу, Китай. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.